Зиль-зёль, зиль-зёль. Это очень красивый и мелодичный музыкальный инструмент народный. А сделал я его из елки. У нас самое звучащее дерево – это елка. У меня здесь 9 палочек, и как бы получается 9 голосов. И как глаза закроешь, и вот как будто в небо смотришь, и вот это сейчас вот-вот появятся гуси-лебеди. По представлениям Коми, весь мир, в котором мы живем, был создан с помощью утки, которая нырнула в мировой океан и подняла со дна кусочек ила и, выплюнув на океане, вот этот небольшой кусочек постепенно превращается в землю. На нем появляются люди, на нем появляется все. Все началось на севере Руси. В Яринском уезде Вологодской губернии среди народа коми или зырян одной из ветвей угро-финской языковой семьи. Там, в селе Турья, я родился. Там же, в селе Коклицы, умерла моя мать. Там, в этом обширном крае, на земле, покрытой красивым белым мхом, ягелем, стояли тысячи сосен, колоннами подпирая небо, тихие и загадочные, словно забывшиеся в молитве. Многие часы я провел в этих соборах живой природы, очарованный их величием, таинственностью и Богом данной красотой. Петерим Сорокин. Когда мы говорим о Петериме Сорокине, этом крупнейшем мыслителе 20-го столетия, ученом мирового масштаба, он сам писал и говорил: я выходец из зырян, потому что он родился в смешанной семье. Отец был русский из Великого Устюга, мать была коми-зырянка, крестьянка. Он очень рано остался сиротой, в 3 года, и воспитывался в коми-деревне у родственников. Коми и зыряне – это вообще-то один народ. До революции чаще всего этот народ называли зырянами. Зыряне – это русское слово, а его собственное название – коми. И это было всегда так, потому что коми никогда себя не называли зырянами. По одной из версий, коми-зыряне произошли от дочери солнца Зарань. Отсюда будто бы и произошло название зыряне. Представление о мире у них, по словам Петерима Сорокина, напоминало странную смесь православия, осколков бывших верований и научных знаний. Сам же Сорокин свое редкое имя получил в честь святого Петерима, чей праздник приходится на месяц его рождения – январь. Отец его был богомаз. Так называли этих людей, которые как бы подновляли иконы, подновляли церковные росписи. Они умели резать по дереву, что-то делать из металла. Ну, то есть это были мастера на все руки. И Петерим помогал отцу, так же, как его старший брат. Откуда пошли такие необычные и познания, и любопытство, и любознательность ученого. Петерим Сорокин определил в коми-народе несколько черт. Во-первых, это был грамотный народ. И в одной из деревень, пока вот они какую-то церковь работали, он обучился грамоте у простой крестьянки. И в какую деревню он не приходил, он сразу же искал какие-то новые книги. Потом особенность коми-народа. Коми-народ не знал крепостного права. И поэтому он был достаточно свободолюбивым и достаточно толерантным народом. Бабушка у меня очень хорошая бабушка была, Попова Парасковья Ануфриевна. Вот. До сих пор я помню ее и песенки, и сказочки. Она
бывало, вот на одну колено она садила Аню, двоюродную мою сестру, на другую колено меня. И вот она поет, потом заплачет, начинает говорить, вот Григорий, сын, погиб на войне, вот про него поплачет, расскажет нам, мы слушаем, тоже аж сердце щемит, тоже иной раз смотрим друг на друга с ней, да, слезы тоже текут. Потом веселое что-то начнет говорить. И вот когда вот ходили ягоды тоже собирать, помню, бабушка тоже нас собирала всех ребятишек, и мы идем, вот. И она все время что-то рассказывает, про травки расскажет, потом про кукушку начнет рассказывать. Когда я уже вот сейчас начал работать в садике-то, и музыкальные инструменты-то изготавливать, и вот эти пыляне-то сделал, дудочки берестяные, вот и как бы они кукушку напомнили мне, да? Потом и песню написал про это. В нашей камере почти темно. На полу лежат тела, пушечное мясо революции. 7 молодых, здоровых, хотя и сильно истощенных людей бросили в тюрьму сегодня. Их жизни кончены. Если не ночью, то завтра они будут казнены. И они знают об этом. 3 из них молча преклонили колени в углу и молятся. Кому понадобилось? В чьих интересах лишить жизни этих молодых, сильных людей, не проживших и половины отмеренного им срока? Их смерть необходима во имя счастья человечества и светлого будущего грядущих поколений. Хотел бы я посмотреть на этих счастливых людей, которые построят свое счастье на крови и страданиях предыдущих поколений. Петерим Сорокин, 1918 год. Судьба Петерима Сорокина фантастична. Вероятно, ни один из великих социологов не сидел 6 раз в тюрьме, не приговаривался, как он, к смертной казни, которую чудом избежал. Обучаясь в церковно-учительской школе, а затем и в Санкт-Петербургском университете, он увлекается революционными идеями и вступает в партию социал-революционеров, становится одним из лидеров эсеров. И когда в 1922 году советское руководство высылает из страны группу российских ученых, не признавших советскую власть, Петерим Сорокин оказывается среди них. Примерно году в 1962 я, будучи в Америке, побывал в Гарвардском университете. И вдруг мне говорят, что в нашем университете работает Петерим Сорокин. Боже мой, я это имя знал со времен, значит, своих экзаменов кандидатских, когда по философии там Ленин отчитывал этого Петерима Сорокина и так, и сяк. Короче говоря, устроили мне свидание с Петеримом Сорокиным. Для меня это была удивительная и встреча, и удивительная личность. Совершенно легендарная. Во-первых, это был отец, создатель современной социологии. Во-вторых, это крупнейший ученый, автор многих трудов, который занимался альтруизмом, какими-то очень гуманными, всякими человеческими проявлениями. У него висела в доме большая, длинная такая картина Добужинского «Панорама Москвы». И вот это ностальгия и ощущение русского духа присутствовало в этом доме. Но прялка это была у хозяйки орудием труда, которое всегда хранилось дома, она никуда не выносилась. И вот на этой прялке старались, конечно, внести самые основные моменты своей жизни, рода, главные события. Вот мы были в деревне Троицк, и Ия Михайловна рассказывает про свою жизнь и показывает прялку, а на этой прялке вот я увидела древний компас-матку. У моего отца тоже у деда сохранилась. И вот я удивилась, почему компас-матка север внизу, а юг сверху. Ну, спрашиваю, кто у них в роду был матрос. Она говорит, матросов не было в роду. Но, говорит, мой дядя когда-то плавал на Соловки, а туда он плавал на корабле.
И, возможно, он увидел вот этот компас-мотку на корабле в зеркальном изображении. Поездка на Соловки была очень важным событием. Это церковь поклониться своего рода, чтобы принести молитвы. Весной 1921 года по указанию Ленина на реке Ухте создается огромный трудовой лагерь, по сути концентрационный. Здесь рабский труд согнанных сюда со всей страны людей используется на нефтепромыслах и лесозаготовках. А предложил идею создания лагеря выходец из коми народа, большевистский деятель Дмитрий Батиев. И уже скоро лагерная сеть опутала всю Коми-республику. Бараки даже не обносились колючей проволокой. Куда бежать? Ведь кругом непроходимая тайга и бескрайняя тундра. А что в лагерях творили нелюди в шинелях, открывается до сих пор. По иронии судьбы, Дмитрий Батиев сам угодил в тот лагерь, у истоков создания которого стоял. А потом он и вовсе сгинет в ГУЛАГе. Намерения у таких людей были благие – создать автономную республику, построить прекрасное будущее для народа Коми, а получилась дорога в ад. Вот это место расстрельной ямы, даже так называют местное население. По свидетелям, здесь производились расстрелы. А вот расстрелянных, видимо, хоронили недалеко отсюда, в 70 метрах отсюда, уже большущее лагерное кладбище. А вот в этой стороне видно дома бывшего лагерного управления, здания конторы и местных охранников. Здесь дома жителей. И остались воспоминания у этих людей, которые маленькие были еще, видели с окна, и иногда, когда ведут сюда людей при время лагеря, и слышны были выстрелы. И родители их не разрешали сюда никогда идти. Когда пришли военные, мне было интересно. Я начитался в то время Джека Лондона, Майн Рид и так далее. Я принимал это как приключение. Для меня было. Посадили нас в машину с вещами. Рядом вокзал, отца сразу увели в другой вагон. Тут мама, конечно, слезы. Он помахал, как помню, рукой, и после больше его не видели. Дальше, денька, наверное, 3 мы плыли до Куртюроса, где нас высадили. Ну, там уже бараки. И нас привезли, ну, человек 50, там семейные, дети и женщины, пару мужиков-литовцы. Мы перезимали на другую зиму. Уже был голод. Мама, проходя мимо конюшни, набрала пару карман овса, чтобы сварить и так далее. Ну, кто-то заметил, доложили. И она после этого попала в лагерь Вертичев, это около Сыктывкара. И там она через полгода умерла. Через 2 или 3 года мы были на сенокосе на лугах. Мне приснился сон, кладбище, как в черно-белом негативе. И потом пришло письмо, что отец мой погиб. Из дневника Петерима Сорокина от 28 октября 1925 года. «Я органически презираю теперешних правителей России. И несмотря на беспредельную любовь к России и готовность вернуться и работать для нее в самых тяжелых условиях, теперь мой возврат бесполезен. И ни на какие покорности и малейшие уступки этим мерзавцам я ни за что не пойду. Живя и работая в Америке как исследователь и ученый, я, по выражению губернатора штата, делаю для России больше, чем я мог бы сделать в самой России». Я родился, как мать говорила, в рубашке. Испугались, что я уже мертвый, уже все, задохнулся. И стали там трясти меня. И вдруг я как закричал таким гортанным криком таким. И там акушер, она сказала, говорит, о, говорит, этот горластый такой, этот командир будет. Окончил училище в городе Ленинград, тогда был, сейчас Питер. И меня направили сюда, в Большую Лугу. И стал работать киномехаником. Отец родился вот здесь, в Ивановске, где мы вот сидим, здесь вот наверху, там Ивановская деревня, в 24 году. А когда он умер,
Я увидел тетрадку, он там и написал свою жизнь, как провожали на фронт. Военком. Говорит, ребята, вы немного, говорит, не вернетесь. Говорит, едете на ратные подвиги защищать Родину, но много, говорит, не вернетесь. Отец там так написал, что, да, говорит, 24-й год действительно очень много погибли, потому что они сразу за 23-м годом, не через год, а сразу забрали их на фронт. Отец раненый, правда, вернулся. Он ходил без палки даже иногда. Он дрова пилил, он в лесу работал везде. Мужик был такой веселый, остроумный, на гармошке играл, но и такой живой. Руса, ужас пукале, до свету далеко. Локчемлагский аэродром – это один из крупнейших в свое время даже республики Коми был. И по всей вероятности, это лично мое мнение, сюда приезжали немцы, посмотреть для обмена опытом содержания заключенных. В свое время я в школе видел фотографию довоенную. Немецкий посол в Куртировской школе у глобуса. Там показывает руками что-то. У меня вопрос, зачем в школе немецкий посол, когда рядом здесь вот такой лагерь, было что-то другое ему показать. Тогда Германия по договору, значит, было запрещено иметь свою, после Первой мировой войны, свою армию, а все-таки развиваться Гитлеру его как-то нужно было. Стрелков он своих по договору с СССР обучал в Кавказе, летчиков в Костроме. Видимо, здесь за опытом обучения и содержания лагеря, которые немцы преуспели, можно сказать, они приезжали сюда. Дедушка Василий Никифорович, он очень был крепкий мужик. Воевать его призвали, и он попал в плен. В плен, да, такой страшный лагерь, вот этот Освенцим-то. Вот. И говорит, это вот в фильмах-то показывает, это в документальных фильмах, уже не могут, вот уже все, как это скелет один. Он говорит, такой же был. И его бросили потом в яму, чтобы он уже там умер, все. И я, говорю, так это хотел жить. Вот, он так рассказывал, глаза это влажные, текут слезы, он так рассказывал вот про это. И все равно, говорит, руки поднял, и с ямы лезу, и ведь помогли ему, это он вылез, его потом один, говорит, немец прикармливал, как собака, говорит, бросит. Может быть, этот немец и хороший был, может быть, он не может показать, что вот он это жалеет русских-то. И вот когда освободили, его сразу в сталинские лагеря посадили. Вот. С огня до полымья. Вот. И там, говорит, тоже так страшно было. Вот 2 года он там в сталинских лагерях-то. А потом у нас вот колхоз здесь был. И колхоз-то разваливаться начал. Нету. Мужики-то есть, вот есть мужики, но талантов нету. Ничего не могут ни сковать, ни сварить. А он же до войны-то работал кузнецом, да самым лучшим кузнецом здесь был. И как-то ведь узнали, или он, может быть, сам написал, или кто-то написал, узнали, что это он в лагерях-то сидит. И потом всем колхозам собрались и написали Сталину письмо. Мол, это у нас самый лучший кузнец в лагерях сидит, и ему там не место, ему место в колхозе. И ведь освободили. Он пришел, ветром качает. Его бабушка Миля, это жена, выходила, всем колхозам помогли, чтобы он поправился. Он сразу кузницу открыл. Ну и колхоз процветать начал. Самый критический момент для нашей страны, я имею в виду Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Семья Сорокиных стала одним из инициаторов создания специального общества помощи России. Вокруг него формируется вот эта группа российских, русских эмигрантов, куда входили Рахманинов, Игорь Сикорский, Михаил Ростовцев. И они собирают деньги, они собирают посылки. Его жена Елена Боротынская, от ее имени шли посылки в блокадный Ленинград. В Америке, в семейном архиве Сорокиных, лежат несколько десятков писем из блокадного Ленинграда.
с благодарностью от конкретных людей, которые получили вот этой помощь. В прошлом коми считались среди окружающих народов сильными колдунами. Колдунов боялись, потому что колдун мог наслать то, что на коми языке называется шева. Если что-то нам случается плохое, что-то нам нехорошо, плохо, мы болеем, мы можем сказать, что вот он наслал на нас эту шеву. И приходилось обращаться к колдуну, который был сильнее, и он с помощью колдовских действий, чаще всего в бане, паря этого человека, леча этого человека, они видели, что из человека выходит то какой-то пар непонятный, разноцветный, то вылетает какая-то бабочка, то выползает какая-то якобы гусеница. Лет 20 назад я в нашем районе ехала из Сторожевска в Корткерос. И там приехал такой длинный автобус в Сторожевск на остановку. Я села в этот автобус, заходит бабушка. И вдруг я слышу, плачет ребенок. Вначале медленно, потом все громче и громче. Да так, требовательно. Я вначале оглядывалась, никакого ребенка нет в автобусе. И вдруг я поняла, что плач-то исходит от этой бабушки. Слышу, кричит ребенок. Бабушка, я сбоку вижу, из кармана конфету вынимает, разворачивает и говорит: на, не плачь, и кладет себе в рот. Вы знаете, когда это наблюдала, а в это время наблюдала, у меня действительно волосы немножко зашевелились на голове, потому что для меня было страшно, когда рядом сидит человек с шивой, это может передаваться. Только когда она вышла с автобуса, я как-то легко вздохнула. Ну вот вам сейчас несу товарища Сталина, найденного в огороде пристроившегося дома. И, значит, тот человек, который нашел, так, ну, отдал нам сюда в музей. Так опубликовали отцо газетах, прошло время довольно непродолжительное. Нам сейчас вечером дверь открываю, проходит уже пожилой человек и рассказывает. Я, говорит, прочитал в газете про вашу находку. Говорит, я его прятал. Мне было тогда 9 или 10 лет. Малышом позвал меня дед и велел, ему велели закопать его, и велел запомнить мельчайше по деталям. Он отмерил 10 шагов в одну сторону, 20 в другую. Точно. Говорит, и когда понадобится, ты им покажешь. На самом деле, вот понадобился уже в другом виде. Как экспонат, как все-таки историческая память. Из истории ничего не выбросишь. Сын Петерима Сергей Сорокин, профессор Бостонского университета, доктор биологии, приезжал в Коми-край дважды. Во второй раз удалось ему побывать на родине Петерима Сорокина, в селе Турьев, где он родился. И он, наконец, вот как ребенок радовался, он говорил, наконец-то я увидел этот белый ягель. Белый ягель, о котором отец вспоминал годами. И Петерим Сорокин, он всегда говорил детям и жене, что если бы было возможно, если бы можно было вернуться, он ни за что бы не променял эти девственные леса на самый урбанистичный город. Что бы ни приключилось в будущем, я твердо знаю, что жизнь, даже если она трудна и невыносима, самое прекрасное и восхитительное сокровище мира. А насилие, ненависть, несправедливость никогда не смогут сотворить ни умственного, ни нравственного, ни даже материального царствия на земле. Петерим Сорокин. Я хорошо помню в детстве, в 50-х годах, у нас в родительский дом собирались люди разных национальностей. Мужчины, женщины, деревенские наши. И спели песни и русские народные, и украинские, ну, все песни эти, которые дошли до нас, вот, от этих людей, которые приезжие были, и коминародные песни пели. Вот одна песня коминародная, вот эта песня была такая, если по-русски там лето, красивое лето, но пришлось расстаться с невестой или подругой,
Вот такая с грустинкой песня, но поется весело. А в лишоне гажа гожи, он дивилися мене лад. Помощи сыне юг гажа луниес, а я цитини войсикад. En jona börtsjökylanekö, en jona sjokshi musanu, en jona börtsjökylanekö, en jona sjokshi musanu.